Эмиль Шукуров. Живые сокровища западного Тяньшаня. История и современное состояние природных условий определяют видовое богатство любого региона. Отношение человека к живым сокровищам дикой природы определяет их будущее. Окруженный промышленностью и сельским хозяйством, удобствами цивилизации и городской жизнью, человек живет в страшно упрощенном мире и тешится иллюзией полной независимости от дикой природы. На самом деле, только дикая природа поддерживает экологическое равновесие на Земле, которое делает возможным самосуществование человека. Без дикой природы ничто не спасет его от вымирания. Тысячи, миллионы видов животных, растений, бактерий, грибов трудятся в великой мастерской биосферы, непрерывно творя пригодную для жизни среду обитания. Люди, наконец, приходят к пониманию, что это и есть главная продукция биосферы. Не тонны рыб, не мясо и шкуры диких зверей, не кубометры древесины, а свежий воздух, чистая вода и цветущая земля. И нет ничего дороже и ценнее. И только при условии сохранения всего разнообразия живых существ, населяющих планету, наше будущее обеспечено. Одной из важных составных частей биоразнообразия планеты, живой природе западного Тяньшаня, посвящается эта книжка. Она не ставит своей целью дать полное описание животного и растительного мира региона. Главная ее задача – привлечь внимание к проблемам сохранения, к значению биоразнообразия на примере западного Тяньшаня. Многие сотни лет назад путешественники долгие дни вынуждены были преодолевать обширные пространства безводных равнин в центре азиатского материка. Мучимые жаждой и однообразием безжизненных пространств, путники наконец увидели над горизонтом еле различимые через жаркое марево раскаленного воздуха горы, увенчанные снежными вершинами. По мере приближения они вырастали огромной каменной стеной, словно подпирающей небо. Тяньшань – небесные горы, назвали их китайцы, давшие первое описание этой горной страны. Для европейцев вплоть до 18 века Тяньшань оставался загадкой, неизвестным участком земли. Крайние его хребты, ближние к Аральскому морю, называются Западным Тяньшанем. Сам Западный Тяньшань отнюдь не маленькая горная система. Он простирается на 640 километров с запада на восток и на 560 километров с севера на юг. В длину наибольшая его протяженность 840 километров, а в самой широкой части он достигает 440 километров. Общая его площадь около 100 тысяч квадратных километров. Западная его оконечность, хребет Каратау, глубоко внедряется между пустынями Муюнкум и Кызылкум. Оставив позади сухие равнины, путник находит отдохновение в густой тени деревьев. На берегу прохладных кристальных чистых рек. Склоны гор, покрытые зеленым ковром трав, радуют глаз. Нежное благоухание цветов наполняет легкие. Веселый щебет птиц ласкает слух. Прохладный ветерок исцеляет усталость и возвращает бодрость духу. Человек словно погружается в целебный источник жизни. Кипение жизни поражает, особенно по контрасту с окружающими безводными и почти безжизненными равнинами. Из космоса высокие горные цепи выглядят изумрудными лентами, усеянными жемчугом ледников и исчерченными серебряными нитями рек на тусклом фоне глинистых, песчаных и щебнистых пустынь. Горы должны дорасти до неба, подняться выше 3-4 километров, чтобы взять у него бесценный дар – влагу, дающую начало всему живому. Высокие горные системы Центральной Азии являются природными холодильниками и конденсаторами влаги, расположенными в центре великой полосы пустынь, простирающейся от Сахары до Гоби. Тяньшань собирает и отдает жаждущим равнинам у своих подножий 50 кубических километров воды. Значительная часть этого стока принадлежит его западным хребтам, которые первыми встречают влажные западные ветры. Обычно к западному Тяньшаню относят Таласский хребет и отходящие от него хребты – Каратау, Чаткальский, Пыскемский, Угамский, Атайнохский, Чандалашский. На юге к ним примыкают Кураминские и Ферганские хребты. При этом Ферганский хребет, своей стороной, обращенный к Ферганской долине, принадлежит западному, а восточные склоны относятся уже к внутреннему Тяньшаню. Иногда к западному Тяньшаню присоединяют Сусамырский и Кёкерем-То, обрамляющую Кетмень-Тюбинскую котловину с севера и востока. Они вздымаются до 3-4 тысяч метров над уровнем моря, а их подножия начинаются с 500 метров. Хребты Каратау и Кураминский ниже 3000 метров. Со стороны предгорных равнин перед основными хребтами проходят цепи низких засушливых низкогорий, называемых адырами. На севере проходит Кыргызский хребет, относящийся к северному Тяньшаню. На востоке расположен внутренний Тяньшань, а на юге Ферганская долина и Памир-Алай. Границы с другими частями Тяньшаня нельзя представлять резкими вполне определенными. Таласскую и Сусамырскую долины, Кетмен-Тюбинскую котловину и с окружающими горами можно отнести к своеобразным переходным зонам к северному и внутреннему Тяньшаню. В большинстве хребтов просматривается полная высотная зональность, закономерная смена растительного и животного мира, зависящая от изменения режима тепла и увлажнения на разных высотах. У подножий наблюдается избыток тепла, особенно в летний период, и острый недостаток влаги. Здесь развиваются пустынные и полупустынные комплексы.
На средних высотах от 1,5 до 3000 метров наблюдается увеличение количества осадков и снижение температуры. Это благоприятствует развитию степей, лугостепей, лугов, а местами лесных и кустарниковых сред. Выше пояс альпийских лугов, сменяющийся почти лишенным растительности поясом высокогорных холодных пустынь, снежников и ледников. В отличие от внутреннего тяньшаня, высокогорный пояс здесь развит слабо, занимая ограниченные площади. Продвигаясь от подножия к вершинам хребтов, мы как будто проходим зоны пустынь, степей, лесов и тундр, вплоть до полярной области вечной зимы. Такое путешествие по равнине растягивается на несколько тысяч километров. В горах же пространство словно поднято на дыбы и максимально сжато. Весь путь мы проходим всего за несколько десятков километров. Здесь, в непосредственном соседстве, соприкасаются различные, иногда несовместимые климатические режимы. При такой резкой смене среды на ограниченной площади заселить эти горы могут только совершенно не похожие друг на друга по своим требованиям к окружающей среде организмы. Концентрация разнообразия видов – стратегия необходимость освоения жизнью контрастных мест обитаний, характерных для южных высоких гор. Ближе к подножиям и вершинам условия выравниваются и скудеет число видов и сообществ. Самое благоприятное сочетание увлажнения и температуры наблюдается на средних высотах. Здесь мы видим буквально взрыв биологического разнообразия. Здесь выпадает около 1000 мм осадков и почти 8 месяцев в году преобладают плюсовые температуры. Здесь царство лесов и роскошных горных высокотравных лугов. И именно они дают наибольший вклад в разнообразие видов. Между тем занимают они очень ограниченную часть общей площади региона. Если представить обобщенный портрет ландшафтов западного Тянь-Шаня, то он будет выглядеть следующим образом. Почти 40% облик горной страны определяют различные варианты горных степей. На луга приходится около 20%, при этом почти половина лугов довольно однообразные в видовом отношении альпийские луга. Еще почти столько же занимают пустыни и полупустыни. 10% занимают пахотные земли, и всего около 5-6% приходится на леса. Среднегорные луга вместе с лесами занимают лишь 15% территории западного Тянь-Шаня, но их вклад не менее половины всего разнообразия видов. Именно поэтому столь важно не только сохранить леса, но и помочь им восстановиться в прежнем ареале, ведь общая площадь лесов в регионе за прошлое столетие сократилась более чем наполовину. Пути. У нас, путешествующих сегодня по Земле, преимущественно на автомобиле совершенно иное представление о географическом пространстве, чем у наших не столь уж далеких предков, которые перемещались верхом на лошадях и верблюдах. Мы воспринимаем горы как преграду на пути, предпочитая объезжать их по равнинам. «Умный в горы не пойдет, умный гору обойдет», поется в известной песенке. Наши немеханизированные предки охотнее использовали горные долины, где река указывает путь к перевалу. Обычно даже названия рек по обе стороны перевала были одинаковыми. Это один единый путь, и он был приятнее, короче и более удобен, чем долгий кружной путь по безрадостной безводной равнине. Наши предки были не глупее нас, но ближе к природе. Сейчас Чаткальская долина – одна из слабо заселенных и мало посещаемых в регионе. Но вот в средние века она была кратчайшим путем, по которому шел оживленный поток людей, товаров, скота между Таразом и Ташкентским оазисом. В долине были города, рудники, здесь кипела жизнь, процветали ремесла. Западный Тянь-Шань был излюбленным местом кочевий скотоводов. Через него проходили многие ответвления Великого Шелкового пути. Эти горы воспеты в великом эпосе киргизского народа Манас. Теперь лишь некоторые из прежних путей превратились в автомобильные дороги. Остальные пришли в запустение или имеют лишь местное значение. Может быть, это даже и лучше для наших гор, ведь мы не раз убеждались в том, что легкая доступность приводит к разрушению природы. Оживленная автомобильная трасса уже сама по себе делает непригодной для обитания целого ряда диких видов полосу до 500 метров, а то и больше. Так что лучшее решение – не строить лишних автомобильных дорог в сердце дикой природы. Геологическая история. На 3-километровой высоте в горах нередко можно встретить мощные известняковые скалы, в которых сохранились окаменелые останки морских организмов. Сейчас трудно себе вообразить, но свыше 500 миллионов лет назад, в кембрийский геологический период, весь регион был дном моря, а первые островки суши появились значительно позже, спустя сотни миллионов лет. Об этом неопровержимо свидетельствуют многочисленные палеонтологические свидетельства. Окаменелые останки археоциат, трилобиатов, брахиопод, граптолитов, кораллов, фораминифер, морских лилий, ракоскорпионов, панцирных рыб и другие. И еще долгое время древнее море то поглощало сушу, то отступало. Лишь 50 миллионов лет назад в Палеогоне появились горные гряды, соседствующие с мелководными заливами древнего моря Тетис. Они были в 2-3 раза ниже теперешних, но в них уже угадывалось строение современного западного Тянь-Шаня. Долгая история в жизни оставила следы в виде окаменелости, угольных пластов, образовавшихся из остатков пышной растительности, ископаемых
древовидных папоротников, хвощей, голосеменных, завоевавших сначала мелководье, а затем и сушу. Геологические отложения дают богатые палеонтологические находки древних моллюсков, кишечно-полостных, рыб, земноводных, представителей мира динозавров, древних птиц и млекопитающих. Многие из них уникальны, что свидетельствует о бурном процессе видообразования и высокой степени эндемизма, то есть уникальности биоразнообразия уже в прошлые геологические эпохи. Уникальный край. Уникальность западного Тяньшаня в том, что здесь сохранились сообщества, которые сотни тысяч лет назад вымерли во время ледникового периода на всей остальной территории. Знаменитые ореховые, орехоплодовые леса – реликты третичного периода геологической эпохи, завершившейся 600 тысяч лет назад. Эти леса помнят времена, когда по здешним местам бродили носороги, жирафы, саблезубые тигры, страусы, слоны. Горы служили одновременно и кузницей новых видов и убежищем для тех, которые не выдерживали изменений условий и роста конкуренции в прилегающих равнинах. Они уходили в горы, или горы, поднимаясь ввысь, спасали их от вымирания. Рост гор продолжается и поныне, о чем свидетельствуют нередкие в этих краях землетрясения. Поэтому здесь так много видов реликтовых и эндемичных, тех, которые сохранились от прошлых эпох, и тех, которые нигде за пределами региона не встречаются. Особенно много их среди беспозвоночных животных. В некоторых группах эндемиков более половины обнаруженных видов. Однако визитной карточкой западного Тяньшаня является сурок Менсбира, который внесен в Красные книги Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Красную книгу Международного союза охраны природы. Этот крупный грызун, проводящий более половины года в спячке, находится под угрозой полного вымирания. Ради него созданы заповедники, но предстоит еще много сделать для сохранения уникальных горных комплексов. Западный Тяньшань – это замечательные орчевые, дикоплодовые, ореховые, елово-пихтовые, кленовые, тугайные леса, саванноподобные умбелябры, высокогорные сообщества с царственным барсом и осторожным уларом. Это живописные ландшафты, это ледники, скалы, озера, водопады, каньоны. Это все то живое природное богатство, которое обеспечивает экологическое благополучие. Автомобилист в принципе безразличен, не заинтересован в природе. Он автономен, максимально независим от среды. Всадник заинтересован в богатстве природы на пути, ему по пути с природой. Конь и его седок находятся в постоянном обмене со средой, в которой перемещаются. Автомобиль чужд, независим от природы. Его назначение – преодоление, как бы уничтожение пространства. Всадник зависит от природы на всем пути. Он осваивает путь, делает его своим, делает необходимым нужным его природные особенности. Всаднику пустыня – препятствие, автомобилисту – просто расстояние. Автомобилисту горы – препятствие, всаднику – путь, предоставляющий возможность движения, поддерживающий жизнь. Часть не может быть больше целого, но может быть богаче. Биоразнообразие западного Тяньшаня – лишь часть биоразнообразия Центральной Азии и всего мира. Однако его концентрация здесь значительно выше. Это словно природный ботанический сад и зоопарк, соединенные вместе, где в согласии живут и пришельцы из дальних стран, и свои местные виды, которые называются аборигенами. Несмотря на то, что западный Тяньшань занимает всего 40-ую часть Центральной Азии, в нем обитает 60% птиц и 34% видов млекопитающих. Концентрация видов птиц на единицу площади почти в 5 раз, а млекопитающих в 15 раз выше, чем в среднем по Центральной Азии. По другим группам животных и растений наблюдается сходная картина. Здесь встречается более 3500 видов растений, или 60% всего растительного богатства Центральной Азии, 30 видов рыб и 3 вида земноводных, более 20% пресмыкающихся, более 300 птиц, 60 млекопитающих, более 6000 видов насекомых. Среди растений и особенно среди беспозвоночных много видов еще ждут своего открытия. Далеко не все виды возникли именно здесь. Многие из них пришли сюда из мест своего образования, преодолев тысячи километров. Расселение видов продолжается на наших глазах. Пришельцы. Майна. Пожалуй, не найти уголка, где бы не встречалась эта нахальная самоуверенная птица. Кажется, она всегда была хозяйкой наших краев. Однако это далеко не так. Майна или афганский скворец появилась здесь в 50-х годах прошлого века и менее чем за 10 лет заселила всю территорию. Она вытесняет многие другие виды птиц, особенно обыкновенного скворца, наносит ущерб садам и виноградникам. Недаром ее зовут летающей крысой. Менее заметно для непосвященных расселение других видов птиц, таких как длиннохвостый сорокопут, белогорлый соловей, райская мухоловка и другие. Многие из этих мигрантов преодолели путь из Южной и Юго-Восточной Азии. Они появились буквально на наших глазах и стали полноправными членами горных сообществ. Акклиматизанты. Некоторые виды появились в западном Тяньшане не по своей воле. В прошлом веке во всем мире увлекались искусственным расселением самых разных видов из Европы и Северной Америки.
И только позже пришло понимание того, что выгоды от акклиматизации чуждых видов или никакой, или совершенно ничтожны по сравнению с тем ущербом, который наносится местной фауне и флоре. И слишком часто нанесенный ущерб становится необратимым. Более десятков видов было выпущено в горах, особенно в Сарчелекском заповеднике. Енот, антандра, енотовидная собака, лань, пятнистый олень, европейский олень, зубр, скунс, американская норка, американский енот. Кого только не завозили. Большинство из них вымерло или стало жертвой браконьеров. Однако американской норке, похоже, понравилось настолько, что она стала серьезной угрозой не только рыбе, но и в целом речным сообществом, и без того скудным по числу видов. В том же Сарчелекском заповеднике высадили более десятка совершенно чуждых видов деревьев и кустарников. Слава богу, многие из них не прижились. Но вот для американского ясеня условия оказались благоприятными. Он теперь начал теснить местную флору. Тяньшань, окруженный пустыней, был долгое время надежно защищен от нежелательных чуждых видов. Однако современный наземный и воздушный транспорт разрушил естественную преграду. С поездами прибыла серая крыса, с картофелем из Польши – колорадский жук, с древесиной из Поволжья – голландская болезнь, от которой гибнут карагачи, с фруктами – ложнощитовка, приведшая к вымиранию дикие заросли косточковых, алчи, урюка и других. Сегодня в связи со всем миром стали настолько интенсивными, а возможности контроля завоза чуждых и потенциально опасных организмов настолько малы, что это может стать серьезной угрозой для биоразнообразия западного Тяньшаня. Трагедия зубра. Зубры Европы, как и бизоны Америки, должны были вымереть из-за безжалостного истребления их самих и мест их обитания. Только самоотверженный труд небольшой группы энтузиастов позволил из небольшого числа случайно сохранившихся особей воссоздать устойчиво размножающееся стадо. Но над зубрами, обитавшими в заповедниках бывшего Советского Союза, в 60-х годах нависла новая угроза из-за экологической безграмотности тогдашних руководителей государства. Они стали разрушать систему заповедных территорий. В это тяжелое для охраны природы время небольшое стадо зубров пытались спасти в Сарчелекском заповеднике. Они сначала прижались и даже дали потомство, но слишком глубокий зимний снег заставлял их всю зиму сдержаться возле стогов сена, заготовленных специально сотрудниками заповедника. Условия оказались неподходящими, но вывести зубров обратно так и не смогли, по самым разным причинам. Итог печальный. Ни одного зубра не осталось в живых. Биологический вид – неодушевленная вещь, которую можно спрятать в ящик или положить на полку до лучших времен. Его нельзя также переселить куда попало. Ему для выживания нужны совершенно определенные условия, которые должны сохраняться непрерывно именно там, где он обитает. Если вид хотя бы на несколько лет исчезнет из какой-то части своего ареала, то вполне может статься, что ему некуда будет возвращаться. Место или просто исчезнет, или его займет другой вид, или его распределят между собой несколько других видов. Поэтому так сложно, а иногда и просто невозможно восстановить прежнюю численность и ареал многих видов, которые где-либо исчезли или стали редкими по вине человека. Орехоплодовые леса и другие сообщества. Одно из чудес света. Человеку, впервые попавшему в эти места, трудно поверить, что такое изобилие плодовых деревьев растет безо всякого ухода, само по себе, и что такие леса. Сады существовали здесь задолго до появления человека на земле. Тут ель и пихта встречаются с грецким орехом, абрикосами дикой яблони, индийский дикобраз с сибирской косулей, житель тайги махноногий сыч с обитателем южных лиственных лесов, белокрылым дятлом. Такие необычные сочетания встречаются только здесь, образуя неожиданное смещение черт субтропиков с бореально-таежными. Тем самым как бы повышается контрастность и глубина биоразнообразия. По концентрации уникального генофонда дикой природы, по красоте, по древности орехоплодовые леса. Безусловно, одно из чудес света, которое следует хранить как синицу ока. Тревожное соседство. Западный Тяньшань соседствует с самыми густонаселенными участками планеты – Ферганской долиной и Ташкентским оазисом. Плотность населения здесь местами достигает 400 и более человек на квадратный километр, а в среднем выше 100. Население продолжает расти, удваиваясь каждые 30-40 лет. Жители многих предгорных районов испытывают острый дефицит земли, пригодный для возделывания сельскохозяйственных культур, и воды для полива. Высокий уровень бедности и безработицы вынуждает население к чрезмерной эксплуатации естественных природных ресурсов и создает социально-экономическую напряженность в регионе. Александр Македонский и грецкий орех. В горных районах до сих пор можно встретить немало людей, которые считают себя потомками Искандера Великого. 2500 лет назад Средняя Азия была северо-восточной окраиной империи Александра Македонского, Искандера, как называют его местные жители. Именно отсюда его воины привезли на свою родину орех, который потом распространился по миру под названием грецкий.
Обитатели заоблачных высот. В ясные ночи над горами фантастически яркие огромные звезды. Если лежишь на спине, охватывает страх свалиться в темную бездну ночного неба. Ощущение одиночества и заброшенности особенно сильно, когда оказываешься на вершине горы, а под тобой облака скрывают весь мир. Спустившись вниз, в привычную обстановку возвращаешься в воспоминания к тому острому чувству незащищенности и понимаешь, что именно за ними поднялась столь высоко. Мы всегда можем рассчитывать вернуться под спасительный кров человеческого жития. Но вот обитатели высокогорий, где даже летом нередко выпадает снег, вынуждены жить там постоянно. Почему они выбрали столь суровые условия существования? Почему они не спускаются вниз, в благодатные долины? У каждого вида своя история, но большинство попало в высокогорье не по своей воле. Многие словно на эскалаторе поднялись вместе с горами, ведь горы растут непрерывно и возносят к небу бывшие участки земли. Как устроены живые сообщества? В ненарушенных естественных экосистемах нет лишних видов. Каждый выполняет свои функции, необходимые для нормальной жизни сообщества. Растения из воды и углекислого газа при помощи света производят первичную биологическую продукцию – зеленую массу, плоды. Ее обязательно должны потреблять многочисленные насекомые, птицы, звери. Их, в свою очередь, поедают хищные животные. Хищники и паразиты не позволяют чрезмерно размножиться потребителям растительной продукции. Таким образом, сохраняется веками великое равновесие. Грубое вмешательство человека может его нарушить. Обработки ядохимикатами убивают не только вредителей, но и виды, которые ими питаются. Поскольку их гораздо меньше, чем вредителей, то они меньше, чем гибнут полностью, а часть вредителей сохраняется, и вот на следующий год уже безо всякого контроля размножается безудержно, превращаясь в губительную силу. Ведь все, что попадает на наш стол, ведет свое происхождение из дикой природы. Все сорта и породы – это результат селекционного отбора, который не создает полезные свойства, а их отбирает из уже готового набора, имеющегося у дикого предка. При этом неизбежно теряются многие свойства, которые могут потребоваться человеку, поэтому так важно, чтобы в диком виде сохранились предки одомашненных, введенных в культуру растений и животных. Из волка можно, в принципе, вывести сотню пород собак. Из сотни пород собак никогда не сделаешь волка. Если волк исчезнет, безвозвратно и сильно оскудеет наследственность собачьей породы. Так и со всеми другими видами. В западном Деньшане, родине люцерн, диких видов яблонь, груш, алчи, абрикосов, инжира, граната, ореха грецкого, винограда, смородины, малины и многих других видов лекарственных, пищевых, декоративных растений. Это общее богатство не только народов Центральной Азии, но и всего мира. Райский уголок. Местные жители говорят, что землю эту Господь хотел оставить для себя, но потом передумал и отдал людям, которые и по сей день славят благословенный край. Здесь испокон веков сады росли и плодоносили безо всякого ухода. Здесь стадо диких травоядных едва ли не превосходили по изобилию стада кочевников. Райский уголок. Дача Бога. В старой притче не только восхищение щедрой природой, в ней скрыт глубокий смысл. Живая природа, дикая природа, творение Божие, его дар, его послание людям. И все живые существа – божественные слова божественного текста. Бережное, внимательное, любовное отношение к ним – залог вечного процветания человека на этой земле. Только в таких местах возможно постижение истинного смысла жизни. Не просто отдельного человека, что тоже бесконечно важно, но великой жизни, которой дороги и полезны все существа, и у которой благополучие всех видов строится на благополучии каждого. Для живой природы нет любимчиков и изгоев, нет господ и рабов, власти и серой массы. Все от бактерий и маленькой бложки до вековой ели и могучего барса. Все одинаково дорогие и нужны, как матери нужны все ее дети. Научно-популярное издание. Эмиль Джапарович Шукуров. Живые сокровища западного Тяньшаня. Бишкек, 2004 год.